Добрый вечер, уважаемые телезрители. Хастагул Аамтов в прямом эфире сегодня работает. И я сразу представляю вам нашего гостя. Это Аслан Кубахия, вице-премьер и человек, который возглавляет сегодня Министерство внутренних дел Республики Абхазия. Вот с самого начала, Аслан, я хочу вам сказать, тут я смотрел в интернете, кстати говоря, посмотрел, что о вас пишут. Но и с другой стороны, вот у меня есть такая информация о том, что в послевоенный период вы были назначены командующим артиллерией Министерства обороны Республики. Это войну? С 93-го года, с ноября 93-го года. В 64-м вы были заместителем министра обороны Республики. С октября заместителем начальника управления налоговой полиции Республики. Потом вы были начальником управления внутренних дел города Сухум. Потом вы были председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазии. Это был наибольший срок такой, где вы проработали вот в этих должностях. Потом был бы некоторый перерыв у вас, и в 2012 году вы были избраны депутатом парламента Абхазии. Многие, конечно, знают, что вы герой Абхазии, генерал-майор. Я об этом просто напомню нашим телезрителям. Так вот, у меня такой вопрос. Вы все время работали в силовых структурах, за исключением того момента, когда вы были депутатом парламента. Мне просто интересно, по какой вот из этих должностей вы скучаете? Есть такое настроение? Для меня такой вопрос неожиданный. Что значит скучаете? Это моя биография. По какому креслу? Это моя биография, это моя жизнь. И, наверное, скучать нельзя. Это все-таки эпизоды в жизни. Все этапы неинтересны. И главное могу сказать, что где бы я ни работал, я не работал для галочки. Делал так, как умел делать. Вот как раз сейчас к этой важной теме мы и подойдем. Сегодня мы в основном уделим внимание криминогенной ситуации у нас в республике. Вот скажите, пожалуйста, вы знаете, у нас вообще как-то бывает так, уже несколько личностей сменилось на должности руководителя ведомства МВД Республики Абхазия. Вот как-то не присутствует такой, знаете, анализ. Я не имею в виду, что когда-то там какая-то сторона говорит о том, что было плохо все время, другая сторона наоборот. А вот когда присутствует разговор о том, что сделано хорошо, что сделано и плохо. Вообще вот с самого начала я бы хотел, чтобы вы рассказали бы о том, какова она сегодня, криминогенная ситуация у нас по вашему определению? Давайте я немножко скажу по-другому. Мы к криминогенной ситуации тоже подойдем. Вообще, мнение в нашем обществе создается, допустим, тот или иной человек возглавил министерство. Да. Там Кубахия хороший, кто-то говорит, значит МВД хороший. Там кто-то еще был, не буду сейчас фамилии называть. Так относиться к анализу деятельности МВД просто нельзя. Надо сказать, кто бы не пришел министром, кто бы не ушел с этой должности, там остается коллектив, там есть высококвалифицированные профессионалы, люди, которые преданы идее нашего государства, люди, которые рискуют жизнью, люди, которые борются с преступностью. Это всем так кажется порой, когда я даже будучи депутатом, который вплотную был знаком с деятельностью Министерства внутренних дел, не знал многих вещей, которые происходят там. Могу другое сказать, даже не знал начальников управления, которые ведут основные направления работы этого ведомства. Люди, которые работают по 15-20 лет в этих структурах. И всегда говорит, Кубахия, если пришел, какая криминогенность. Мы, и вообще, критикуя деятельность МВД, надо знать действительно, что происходит, как происходит, а что для этого надо было делать. Что самое главное не делать, и мы будем это делать открыто. Надо открытость, чтобы общество знало действительно лучшие стороны, худшие стороны. Не надо ничего скрывать от населения. Есть какие-то моменты, которые в интересах следствия нельзя разглашать, а все остальное должно быть открыто. И будущие, как говорится, буквально первые дни
моего вхождения в эту должность я поставил задачу перед пресс-службой Министерства внутренних дел, что максимальная открытость. Там даже такая была ситуация, там многоэтапная, соглашение, согласованность со структурами под до министра, что можно давать, что нельзя давать. Я вам даю честное слово, и вы можете со своими коллегами с пресс-службой пообщаться, что то, что дает пресс-служба Министерства внутренних дел, это я вижу по интернету или по телевизору. Я это не контролирую, и никто этого не контролирует. Пресс-служба свободна в своих действиях. К чему я это хочу сказать? Что максимальная открытость, она даст очень много положительных моментов. И все-таки, знаете, вот говоря о том, какова сегодня криминогенная ситуация. Криминогенная ситуация. По-вашему, я, знаете, что хотел бы сослаться на то, что очень многие сравнивают ее с 90-ми. Фактически страна, вот я процитирую буквально в интернете, что написано, вернулась в 90-е годы, когда граждане не доверяли правоохранительной системе. И у нас такое было. И сами решали возникающие проблемы. Более того, вот некоторые пишут, что происходит это, одна из причин, это слабость власти всей правоохранительной системы. Ну, а также экономическая и социальная. Это вот бывший министр. Я хочу сразу сказать, это пишут, как говорится, люди, которые, как бы, это вот заявление политической партии Амсахара, где очень много наших боевых друзей, ребят. Но я бы хотел, когда люди такие вот заявления делают, такие вот, и в сравнительном плане. Немножко надо вокруг себя посмотреть. И там они найдут людей, которые в те 90-е, это как они называют, лихие годы, были генеральными прокурорами. Люди, которые непосредственно отвечали за криминогенную ситуацию в стране. Или что, Владислав Ардземба должен был наводить порядок в стране? Так что, когда 90-е годы называть лихими, это просто, я считаю, опрометчиво. 90-е годы это яркие эпизоды жизни нашего государства. Это победа. Это послевоенная блокада. Выдержка в этой блокаде. Не имея ни рубля иностранной помощи, страна вытянула. Конечно, в этой сложнейшей ситуации было всякое. И в том числе и в криминогенной ситуации. Но те враги, которые нам просто накинули на шею, удушить нас хотели, ничего у них не получилось. Страна вышла из этого положения. И сказать, дайте я договорю, сказать, что без потерь вышло, конечно, неправильно. Конечно, мы имели большие потери и от внутренних, и от внешних врагов. Пользуясь той ситуацией, которую тогда складывали, но как бы ни было, страна из этой ситуации вышла. И сегодняшнюю ситуацию, когда происходит, конечно, в любой стране, даже в самой благополучной стране происходит это преступление. Но когда происходят какие-то преступления, сравнивать его с 90-м годом, когда была совершенно другая ситуация, это просто, я считаю, неправильно. Вот. А криминогенная ситуация в стране, вы к этому хотели сказать, никто, мы маленькая страна, мы маленький народ, и все знают. Если я, как сегодня министр внутренних дел, заявлю о том, что у нас все благополучно, а вот эти господа там врут, нет, этого нет. Но я хочу заявить другое, что мы видим эту ситуацию, мы четко понимаем, что нам надо делать, и кто бы там как ни заявлял, что у нас воли нет и тому подобное. Знаете как, каждый воин за честь посчитает погибнуть за Родину. Если мы взялись за эту работу, если мы объявили войну тем, кто сегодня душит наш народ, а это первое, это наркомания, это наркодилеры, это люди, которые, я даже не сомневаюсь в том, что это идет осознанный завоз определенных лиц, мы уже знаем, мы это докладывали первым лицам государства. Диверсия вы имеете в виду? Это не только диверсия, это просто открытая диверсия против нашей страны. Такого натиска наркотиков, который в последние годы происходит в стране, вот такого завоза наркотиков, такого нигде не бывает. Это еще, как бы, мы пытаемся находиться на плаву. Но дальше мы просто можем погибнуть, если нам не удастся это все остановить. И говорить, и сегодня я далеко уже не молодой человек. И
те мои коллеги до того, которые были министрами внутренних дел, единственного сегодня среди нас живых нету, Гивика Мугуча, Агрба, все остальные ребята живы и здоровы, они прекрасно знают, где бы я ни находился, какую бы политической ориентации я ни был, я всегда поддерживал Министерство внутренних дел, ибо понимал, что Министерство внутренних дел – это одна из основ независимости нашего государства. Если рухнет это министерство, рухнет все государство. И надо это понимать. И огульно обвинять Министерство внутренних дел просто некрасиво. Я даже в том заявлении хочу сказать, вот там, как будто я заявил, что там провалена работа вот, ГАИ. Там, я могу сказать, ГАИ, вот по линии ГАИ, вот некоторые говорят, аварий там столько было. Но в прошлом году было 36 за 8 смертельным исходом, в этом году 40. Каждый человек для нас очень дорог. Но, к большому сожалению, эти потери у нас есть. Но надо понимать, что мы знаем и идем по пути, власть идет по пути, как это все остановить. Мы на улице 21 век. Без техники, без соответствующей видеотехники нам не удастся качественно вести борьбу. Мы с вами поговорим вот о реформировании отдельно, конечно, но я тоже в одном из интервью, вот вы высказались, и я хочу процитировать это интервью, чтобы, может быть, возможно, не все наши телезрители с ним знакомы. Это вы говорили, что правоохранительные органы объявят войну наркоторговцам. Заявляю со всей ответственностью. Надо признаться, что никогда наркоделец не может себя чувствовать вольготно в стране, если его не покрывают люди в погонах. Соответственно, мы будем вместе с Генеральной прокуратурой и СГБ, со всеми остальными силовыми структурами в ближайшее время разрабатывать план борьбы. Надо признаться, что никогда наркоделец не может себя чувствовать вольготно в стране, если его не покрывают люди в погонах. Это что такое, Аслан Ильич? Все правильно. Знаете как, вот и даже можно сказать, если даже против него не бороться, это уже считайте, что покрывает. Но я за каждое свое слово в ответе. На это началась работа. Она, правда, имеет свои сроки, но в ближайшее время вы увидите результаты этой работы. Увидите. Но наркодельцы уже себя спокойно не чувствуют. Хотя я вам скажу со всей ответственностью, что и в прошлые года с этим злом велась борьба. Но сегодня оперативная работа стала доминирующей и главенствующей в действии МВД Республики Абхазия. Охрана общественного порядка – это необходимость. Но мы должны признать, что во всех странах мира Министерство внутренних дел – это первым долгом борьба с преступностью. Профилактика – это хорошая вещь, это необходимо делать. Но у нас, по большому счету, оперативная работа ушла на второй план, чего нельзя допускать. Сегодня это, эти, как говорится, недочеты исправляются. Сегодня на первый план выходит оперативная работа. На руководящие должности мы назначаем оперативников, потому что нам необходимо с серьезными преступниками бороться. Вот я как раз хотел поговорить о тех реформах, которые вы намереваетесь сделать. И я сразу бы вот тут процитировал бы заявление Амцахара было по этому поводу. Я должен сказать, что вот те критические замечания, которые делают оппозиция, не только Амцахар и все остальные, действительно в них есть и рекомендации какие-то, и есть какие-то предложения, и вместе с тем констатация того, что сегодня происходит. Вот об этой констатации я бы хотел процитировать цитату. «С учетом всей сложности работы, при тяжелом материально-техническом положении, нам неизвестно, каким образом и с помощью каких ресурсов Аслан Кубахия сумеет повлиять на положение вещей. Но всем понятно, что реальные позитивные сдвиги в криминогенной обстановке могут произойти только при кардинальном изменении самой системы». Ну,
Ну, реформы не Вы бывают. знаете, вот вы говорили, я извиняюсь, перебиваю вас, вы говорили, что очень правильно, что дело не в том, пришел Кубахи или кто-то другой, и личности, по личности определять, каким успехами теперь овладела МВД. Вот дело все-таки в системе. Вот реформа, скажите мне, пожалуйста, когда дело касается... По какому принципу вы будете реформировать свое ведомство? Вот принцип какой? Первое, что необходимо делать, и все эти дни я этим занимаюсь, и уже люди начинают к этому привыкать. Это реформа в мозгах. Я не понимаю, как раньше было, но как бы вот сейчас я столкнулся с тем, что даже начальник управления, не спросив министра, не мог пойти там, в службу государственной безопасности. Да? Вроде бы, да, на одной площадке находимся. Да. К своему коллеге там, по борьбе там, обозначить и тому подобное. Это все глупости. Надо понимать, людям сегодня, особенно заместителям министра, начальникам управления, начальникам отделов, начальникам горрайорганов максимально переданы полномочия. Когда человек имеет полномочия, он не ответственности с него больше. Но когда, понимаете, какие-то особые структуры были ликвидированы в горрайорганах и были сосредоточены в центральном аппарате, чего мне непонятно, зачем это надо было делать. Так что, первое, что люди должны мозгами шевелить. Мозгами. Вот часто там вы говорите, вы там заявляете о том, что... И главное, вот говорят статистика, да? Что такое статистика? Статистика это не для населения. Даже политическому руководству ты напишешь статистику, они посмотрят, да, в конце концов оценят, да, у вас там динамика, в прошлом году было так, в этом году так. Статистика первым долгом это для МВД, для прокуратуры, для тех, кто люди, которые непосредственно несут ответственность по борьбе с преступностью. Нам нужна статистика для чего? Для того, чтобы правильный анализ, правильная разведка, как на войне была. Правильная разведка – успех в бою. Если ты неправильную статистику ведешь, соответственно, анализ у тебя неправильный. И борьба у тебя будет кривая и никудышняя. И я могу сказать, вот одна из первых задач. Я сегодня, представляя личному составу УВД города Сухум нового начальника, я жестко всем указал, что начальник? Подполковник Мархолия Рустам. Есть такой молодой человек, 36 лет. Вот. К чему я говорю? И представляю, я им сказал, это моя принципиальная позиция. Сокрытие преступления – это соучастие в этом преступлении. И любое преступление, которое будет сокрыто сотрудниками милиции, оно будет как одно из самых отягчающих преступлений для меня, как для министра. Такой сотрудник, который сокрыл преступление, работать в органах МВД не будет. Это принципиальная позиция. Почему? Не от того, что мы кому-то хотим угодить, этому несчастному человеку, которому сделали плохо. А того, что мы сами себе врем суть. И завтра мы сделаем неправильные шаги. И мы будем говорить, что у нас там столько-то преступлений, а здесь-то столько-то преступлений, а на самом деле это в 2 раза больше или в 3 раза больше. То есть вот я не знаю, кто-то говорит о том, что кто скрывал, как скрывал и тому подобное. При министре Кубахи кто сокрыл преступление, он будет несчастным человеком. Это не для того, чтобы, опять-таки, выглядеть красиво, а для того, чтобы мы имели реальный анализ и знали, как бить и где бить. А когда ты не имеешь правильного анализа, ты делаешь очень неправильные дела, и очень неправильные выводы. И, соответственно, результат всегда плачевный. И вот это еще с советских времен беда, которая, знаешь, в правоохранительных структурах часто присутствует, там говорит о том, вот погибло 36 человек в этом году. В прошлом году. В этом году 40 погибло. Вот, знаешь, 4 человека. Да дело, каждая жизнь дорога. Но зачем врать, когда они есть, столько-то погибло. Когда, понимаешь, столько-то краж, столько-то разбоев. Понимаешь, ты знаешь уже, на что обращать внимание, в каком районе, где что происходит. Сказать, что я всех убедил, сказать, что все уже, как говорится, поняли, что так нельзя поступать. Я вот еще раз, наверное, многие сотрудники милиции слушают сегодня в эфире. Еще раз на всю страну говорю. Тот
сотрудник, который попадется на открытие преступления, он будет немедленно уволен из органов. Это я вам обещаю. Ну, многие говорили о том, что это разные вещи, естественно, реальная статистика и вот та показная, которая... Не, еще раз говорю, реальная статистика, она, вы понимаете, можно говорить что угодно, понимаешь, но это присутствовало. Да, подождите, можно говорить что угодно, но реальную статистику могут знать только в Министерстве внутренних дел, но самому себе врать не надо. Не надо самому себе врать, потому что вы неправильно, я повторяюсь просто. Ну, я понял. То есть, в этом смысле, вот, вы говорили о том, что будет одно из главных свойств вами возглавляемого ведомства, это открытость, и, следовательно, вот то, что называлось раньше показной такой статистикой, что, собственно говоря, и формировало некоторое недоверие граждан к вашему органу. Согласен с вами. Согласен. Да, то есть, это, вот, конечно, будет устраняться. Это одна из таких... очень важных составляющих работы вашего ведомства. Вот скажите мне еще, а как вот будет формироваться, возможно, вот новый состав вашего ведомства? Вот, например, часто ссылаются на опыт наших соседей, что там была успешная реформа проведена наших восточных соседей. И эта реформа была проведена при помощи очень большого, несколько десятков миллионов было вложено в реформирование долларов, естественно, реформирование вот этого ведомства. И там одним из главных условий того, чтобы это ведомство развивалось, было то, что все сотрудники, которые прошли отбор, там отбор тоже происходил по каким-то принципам, значит, которые прошли отбор, они прошли учебу в специальных учреждениях в Америке, там большая школа по этому поводу. А вот в этом смысле у нас как будет происходить? Ну, я не знаю, я хочу вам сказать про наших соседей, что у нас мы будем делать тоже, я попытаюсь вам объяснить. У наших соседей, если вы прекрасно помните, когда Саакашвили шел к власти, он опирался на молодежную организацию КМАРА. Помните такое? Была полукриминальная, которая на замену хидрионовцам, вот этим пришли. Молодежная такая полуфашистская организация КМАРА была у них. И вот эта КМАРА являлась, расформировали милицию, вот на базе этой КМАРы они попытались создать это Министерство внутренних дел. Вот. Конечно, там их вывозили, обучали, материально-техническое обеспечение было, все было. Но, конечно, результат вы видите, чем эти люди. Мы не можем создавать организацию, которая будет казнить наше население. Хотя, сколько вообще кто говорит о реформах в грузинской полиции, он хоть понимает, о чем он говорит? Такое, это, они знаете как? Здесь ничего нового не придумали. Они взяли просто беревские сталинские методы, перенесли на современную Грузию. Просто стеклянные эти управления внутренних дел, хорошие, покрашенные там мигалки, красивые машины. Но методы, схватили человека, привезли, низ головой поставили, знаешь, инвалидом сделали в лучшем случае, а в худшем вообще без вести пропадали. Такую реформу абхазское общество, если даже у кого-то в голове, в мозгах это есть, никогда не примет, она на вилы поднимет любого, кто такую реформу. Такую реформу в Абхазии никто не сделает. Что нам надо делать? Первое. Что мы имеем? Вот наши друзья там говорят о материально-технической базе. Я помню ту материальную техническую базу, которая были в 90-е годы. Сегодня сказать о том, что материально-техническая база Министерства внутренних дел никакая, то надо, понимаете, это просто одно, что... Аслан Алексеевич, по-моему, это очевидно, что слабая материальная. Нет, еще раз говорю, но я вам скажу, что вы считаете материально-технической? Ну, например, я считаю то, что давно существуют, знаете, такие компьютерные специальные приспособления в машинах, по которым можно сразу получать информацию, оперативно действовать, получать. ГЛОНАСС, да, ну и систему ГЛОНАСС я не знаю. Да, существуют вообще какие-то специальные приспособления. Вы если говорите технические приспособления. Если вы говорите о современной технике, которой пользуется даже и Российская Федерация еще не совсем до конца пользуется, то, конечно, мы очень сильно отстаем.
Но говорит о том, что сегодня материальная техническая база никакая. Кстати, между прочим, нынешней во власти всего 2 года. Материальная техническая база с 2008 года, со дня признания Абхазии, она с помощью Российской Федерации, конечно, не совсем она достаточна, не совсем, конечно, удовлетворяет всех нас, но она сказать, что никакая нельзя. Есть у нас соответствующая материально-техническая база, но надо признаться о том, что заработная плата реальных сотрудников, которые действительно находятся на острие борьбы с преступностью, она очень низкая. Понимаете, 13-15 тысяч – это не та зарплата, которую можно платить оперативнику уголовного розыска или человек, который борется с наркодилерами и тому подобное. С Нового года, конечно, этой категории людей уже принципиально принято решение и президентом, и правительством. И тот бюджет, который есть у МВД, вполне достаточный для того, чтобы оперативным службам МВД в 2 раза повысить заработную плату. Какие системные изменения? Нет, это первое долго. Понимаете, вы голодный оперативник, ты какую бы систему ни сделал, он никогда не будет работать. Нам надо, понимаете, как минимум среднюю заработную плату оперативника довести до 25-30 тысяч. Говорить о том, что это много, нельзя. Но нам надо еще придумать, и это тоже президенту поручение, мы находим эти средства, еще поощрение людей, которые непосредственно принимают активное участие в раскрытии тех или иных преступлений. Так что активные работники уголовного розыска могут и получать в течение месяца и 30, и 40, и 50 тысяч рублей с будущего года. А изменения какие? Я сразу хочу сказать. Системные изменения, это первым долгом мы будем усиливать оперативные службы и за счет техники, приобретения техники и тому подобное. Это разовая акция, но будем сокращать другие службы. Нам надо усиливать. Первым долгом у нас идет, уже есть инвесторы, которые вводят в систему «Безопасный город». Там нужно видеонаблюдение. Это крайняя необходимость. Это такая необходимость. Вводом этой техники она очень резко повысится возможности Министерства внутренних дел по борьбе с очень тяжелым преступлением, вплоть до вот эти лихачи и все остальное, которые как бы устраивают такие вот гонки на дорогах, их можно, знаете, как у каждого столба ты гаишника не поставишь, а техника она будет четко фиксировать. И никуда они не денутся уже от возмездия по одной простой причине, когда они по караванам почувствуют, что так ездить нельзя, и аварийные ситуации тоже создавать не будут. Вот о безопасности на дорогах еще тоже хотелось бы поговорить, но прежде все-таки хочется докончить разговор об обеспечении, так сказать, правопорядка и реформировании непосредственно в вашем ведомстве. Вот говорят, что вы упразднили АБЭП. Мы не упразднили, мы их вывели первый анализ, когда мне, как человек, который имеет определенное экономическое образование, ничего не стоило посмотреть, что из себя представляет нынешний АБЭП, который долгие годы, анализ ее многих лет посмотреть, она очень неэффективное управление это было. И мы весь личный состав вывели за штат. Сейчас с каждым сотрудником персонально собираем. Новый начальник управления назначен. Будет жесткий отбор и принципиальные задачи. Могу так сказать, коэффициент полезного действия от этого управления почти равнялся 0. Соответственно, с таким управлением мы смириться не могли. Мы жестко их вывели за ряд, и теперь будем смотреть. Люди, которые не поняли, понимаешь, что и чем они занимались, и, конечно, в дальнейшем мы с ними работать не будем. Мы обязательно наберем других людей, поставим задачи, и в наших отчетах вы увидите новые результаты по этому управлению. Упразднять эту структуру нельзя, эта структура необходима, это экономическая безопасность страны, и оперативно могут реагировать именно работники этой структуры. Какие еще первоочередные цели вы сейчас перед собой ставите? Первоочередная цель, понимаете, я это как-то говорил в интервью, почему мы все время о наркотиках говорим. Да. Бывает, мировая практика. 50% аварий – это наркотики. А в условиях Абхазии это, наверное, все 70%. Мировая практика. Кражи,
разбой 50-70% это наркотики. Это люди, которые употребляют наркотики. Соответственно, понимаете, все, почему надо же определить, откуда же это все зло. Многие люди уже просто даже не способны, даже те, кто употребляет наркотики, они не способны ни красть, ничего, потому что физически не могут. Это тяжело больные люди. Но, к большому сожалению, наша задача сейчас... Вот некоторые думают, что там МВД не преследует наркоманов, если они не совершают какие-то тяжкие преступления. Не до них, если честно сказать. Хотя закон нам позволяет это делать. Мы преследуем людей, которые совершают и под наркотическим воздействием тяжкие преступления, и самое главное, тех людей, которые завозят эти наркотики. Вот управление по борьбе с оборотом, по контролю оборотов наркотиков, который называется УКОНом, им поставлены четкие задачи. Раньше они наркоманами занимались. Хотелось бы, знаете, услышать о сроках. Еще я скажу. Сейчас скажу. Вот. УКОН. УКОНу поставлены буквально жестко две задачи. Это первое. Это наркодилеры, люди, которые занимаются перевозкой, сбытом, и выращиванием наркотических веществ. И вторая, не менее главная задача, я хочу сегодня объявить это на всю страну, и я хочу, чтобы чиновники слышали это. Вторая задача – это выявление чиновников, людей, которые находятся на государственной службе, где бы они ни были, в школах, в больницах, в таможне, в пограничниках, в милиции, в армии, где хотите. Руслан Алексеевич, это где бы ни были, где бы они ни работали, везде есть вот во всех ведомствах, что вы перечислили? Давайте мы так будем говорить. Мы унизительные вот эти процедуры, там, что все чиновники должны. У нас есть силы и возможности оперативно выявлять этих людей, доставлять их в наркодиспансер и потом на всю страну показывать. Если кто-то меня слышит, я хочу, чтобы все понимали, лучше пусть уходит и не позорится на всю страну. Мы не потерпим, и это поставлена принципиальная задача президента, не потерпим на госслужбе наркоманов. С этим надо заканчивать. И пусть никто не обижается. Пусть потом не говорит о том, почему там, с моим братом, с моим сыном, с моим другом так поступили. Государственная служба и наркоман – это несовместимые вещи. Это принципиальная позиция. Так что, вот эти, вы говорите о сроках. Если те цели и задачи, которые мы перед собой ставим, вы резкие изменения это почувствуете уже в ближайшее время, близко к Новому году. Потому что общество, знаете, какую бы мы статистику ни привели, как бы мы красиво ни говорили, люди на себе должны почувствовать. Люди должны на себе почувствовать. Тогда мы будем говорить. Я вас уверяю, что я человек открытый, вы это знаете. Я же обязательно еще приду в эту студию, мы обязательно будем говорить. И мы будем говорить о конкретных людях, о фактах, что сделано, как сделано и тому подобное. Вот. Буквально позавчера президент проводил закрытое совещание. Именно по этой тематике жестко поставлены всем структурам условия. И прокуратуру, и МВД, и наши суды, и служба государственной безопасности. Все они ориентированы на эту работу. Вы я цитировал ваше заявление о том, что, так сказать, говоря уличным языком, крышуют наркодилеров люди в погонах. Еще раз говорю. У вас есть какие-то конкретные к этому это было мое заявление. Еще раз говорю. Я вам могу сказать такие вещи. Есть даже у нас очень много информации. По-разному, но давайте мы будем говорить уже. Я-то это заявлял еще как бы не месяц. А сегодня я такие заявления не могу делать, пока я, опять-таки, не отказываюсь от этих слов,
Время покажет, вы это увидите. Хорошо, знаете, вы говорили о автоинспекции, я перебил вас, мы перешли в разговор о реформе. Но все-таки хотелось бы поговорить и о том, что собой представляет статистика вообще в этом ведомстве сейчас. Какова она? Действительно, она такая удручающая, как об этом говорят, или она такая спокойная, как об этом отчитываются? Нет, еще я говорю, я не знаю, какой отчет, но если посмотреть по отчету, если как вы говорите, динамика, как было в прошлом году, там сколько, сказать, 300 с чем-то человек за 7 месяцев доставлены с алкогольным опьянением в наркодиспансеры, говорит о том, что люди все-таки работают. 300 с чем-то человек. Наверное, 300 доставили, а еще, наверное, 300 не доставили. А в прошлые года, если взять, там нет таких цифр. Это большое количество. Но, опять, никогда, ни в какие времена работа автоинспекции не удовлетворяла наше общество. Всему, первое, что, конечно, там всегда были нерадивые люди. Там всегда есть и порядочные, очень много порядочных ребят, но обычно, которые портят весь фон. А первое, что самое главное, люди не те. И авторитет это одно. И надо еще просто работать с личным составом. Они не могут понять, что наш народ очень уставший народ. С ними надо очень аккуратно разговаривать, спокойно разговаривать. И вообще надо выбивать из головы автоинспектора, что остановив водителя, который имеет определенные нарушения, не надо бежать сразу его наказывать. Все хотят быть судьями. Если даже остановили человека, мы часто говорим, если человек не создал аварийную ситуацию, где-то там ошибся даже в движении, если даже вы его остановили, сделайте ему замечание, пусть дальше он едет. Если он там сверхъестественный, но если он создает аварийную ситуацию, даже, понимаете, вся беда в том, что мы часто не останавливаем тех, кто действительно создает аварийную ситуацию, а там кто-то едет, сейчас буквально перед эфиром мне звонила моя подруга, которая, остановили ее, там у нее 1,5 месяца просроченный техосмотр. Вместо того, чтобы этому автоинспектору сказать, уважаемый, вы просрочили, вы должны пройти техосмотр. Пожалуйста, в следующий раз увидел же, сейчас пойдите техосмотр. Нет, начали писать протокол, начали, понимаешь, что дальше? Дальше штраф. Какая надобность? Слушайте, это же, я считаю, что даже человек мог забыть, не увидеть, что просроченный техосмотр. Мы даже, знаете, как во время выборов, только выборы на носу, увидел, что у него просроченный паспорт, что вышел в срок, надо было пойти поменять. За это надо наказывать? Это надо предупредить, сказать, вы должны пройти техосмотр. Бежать сразу, быть судьей хочется многим. А вежливо, по-человечески сказать, так нельзя. А те люди, которые гоняют машины по городу, часто, к большому сожалению, пока мы не останавливаем. Но я уверен, что я не люблю эти резкие движения. Вообще в борьбе с правонарушениями нужна системность. А что такое системность? Что за система? Что за систему мы хотим выстроить? А система, она единственная в мире. Систему можно выстроить там, где соблюдается закон. Я пришел в МВД с парламента. Некоторые там сидят, по интернету тоже я видел, там бездельники в этом парламенте, что они делают? Я вас уверяю, это крайне ошибочное представление. В парламенте очень много грамотных и ответственных политиков, которые пишут действительно все эти годы законы. И эти законы нужны нашему государству, нашему народу. Депутаты пишут эти законы не для того, чтобы, выглядеть, там перед кем-то отчитаться. Кстати, между прочим, населению это особо не интересно, какие мы там законы принимаем. А законы не нужны государству. Если эти законы мы не будем исполнять, то у нас ничего не получится. А система – это исполнение законов. И надо признать, что в правовом плане МВД хромает на обе ноги.
и со знаниями законов. Там раньше так и было. Во все года было так. Министр сказал, это главный закон. Так не должно быть, ребят. Министр сказал, не может быть главным законом. Вы знаете, вот что и министр, подрывает авторитет? Я закончу. Да. И министр, и все его подчиненные, их действия должны основываться на законах. Тогда это будет правовое государство, это тогда будет и понятно нашему обществу, и комфортно будет всем работать. И любой сотрудник милиции, который по принципу, а когда там, знаете, министр, вот по принципу, министр где-то там сказал, дал волевое решение принять, понимаешь, и он там дальше пошел, министр сказал, и каждая его деятельность будет министр сказал. Все действия милиции должны основываться на основании закона. Другого закон пути должен быть равным для всех. Для всех. И понимаете, вот я часто говорю сейчас, может быть, вот, и на совещаниях МВД, это вот, кто такие сотрудники милиции? Они больше похожи на рыбаков. Почему на рыбаков похожи? Вот рыбак, выходя в море, не всю же рыбу, не поймает никогда всю рыбу. Знаете, но тот, что он поймал, он идти на сковородку, да? Вот то же самое у сотрудников милиции. Они всех преступников никогда не поймают. Но тот, кто попался, неотвратимость наказания, если будет, он, вот если, понимаете, если системно, если честно, ко всем будет одинаково подходить, как вы говорите, да, рано или поздно тот, кто совершает преступление, обязательно попадется. Обязательно попадется. Вот. Но когда мы его ловим, когда мы с него сдираем деньги, когда мы его отпускаем, он становится еще злее, он больше будет воровать. Вот что происходит. И все, это не сейчас произошло, это не вчера произошло, все эти годы. Надо признавать. И мы должны понять о том, что если мы берем на работу сотрудника, мы должны перед ним ставить конкретные задачи, но мы, как ответственное государство, должны понимать о его социальном пакете. Что этого человека надо обуть, одеть, накормить, зарплату дать, чтобы его семья не голодала. Если мы все этого не хотим делать, а потом кричим, что мы это сделаем, нет. Я вас уверяю, что мы пошли по очень сложному пути, но мы ко всему этому будем. Я лично, как министр, я всегда говорю, приказы давать это всегда очень легко. Министр должен быть помощником. Помощником. Я вот вам специалистов, которые там работают. А там действительно очень высококвалифицированные специалисты работают. Люди, которые знают и умеют делать. А я должен, как министр, им помогать это дело делать. А не сидеть, умные приказы им давать. Умные приказы давать всегда очень легко. Аслан Алексеевич, мы, конечно, говорим о работе ведомства всего вот, вашего управления, но дело заключается в том, что вот в этом процессе налаживания работы и создания таких приемлемых норм правопорядка, в этом все участвуют. И ваше ведомство, и люди разных профессий, и в том числе и те, кто пишет в Фейсбуке тоже. Вот нужно, на мой взгляд, вы много очень сейчас критического высказали в адрес МВД, и вместе с тем я думаю, что сейчас нужно как-то изменить и отношение к самому этому ведомству и к милиции в частности. Мне кажется, что сейчас присутствует несколько такое и критическое отношение, и нет еще того доверия, которое необходимо для полного правопорядка. Ну, знаете что, милиция – это яркое олицетворение вообще состояния нашего государства. Все наши, как говорится, вот, проблемы, которые есть в государстве, они, конечно, присутствуют в милиции. Но я хочу, вот я знал, что там плохо, я знал, куда я иду, но я не знал одного. Я не знал тех людей, которые там работают. Вот я вам честно говорю, я приятно удивлен. Там действительно работают высококвалифицированные специалисты, которых надо поддержать. И мы обязательно, я это буду делать, и вы увидите, какие результаты будут. Да, сегодня исключается. Говорят, мы одно, что пошли, есть определенные кадровые перемены. Основная наша, мы ставку делаем на молодых энергичных ребят. Потому что вот некоторые говорят, слишком он молод, там это. Сегодня даже вот назначаю нового начальника УВД. Да, он слишком молод, как у кого? Ребят, начальник УВД сегодня такая ситуация, что он сутками не должен спать. Человек моего возраста,
не может физически это уже переносить. Оперативники сутками не должны спать, если они хотят иметь результат. Другого пути не дано. Вы знаете, я вот недавно в интернете читал, буквально когда вот готовился к вашей передаче, например, в таком же... К нашей передаче, да, к нашему интервью или к вашему интервью. Вот я прочитал, просто мне было интересно, как это происходит в такой красивой, очень похожей на нашу страну, в Монако. Да, сейчас многие сравнивают. Кстати говоря, наша архитектура, некоторые здания позаимствованы именно оттуда. Так вот, там один из пунктов, когда принимают человека на работу в полицию, ну, безусловно, первый пункт – это иметь безупречную репутацию. Не знаю, вот когда в вашем ведомстве принимают кого-то на работу, какие там критерии присутствуют отбора. И существует ли конкурс, тоже было бы интересно. Но что самое главное, там вот как раз присутствует отдельно пункт такой, что этот кандидат должен быть пригоден к непрерывному несению дежурства. Как в дневное, так и в ночное время прямо написано, включая выходные и праздничные дни. Иметь острое зрение, определенный рост-вес и, кстати говоря, не моложе 21 и не старше 31 года. Вот этого, так. который принимается, правильно? Да, которых принимают. Иметь документы, подтверждающие выполнение воинской обязанности, и быть свободным ото всех обязательств на дату зачисления на службу. Это имеется в виду, наверное, кредиты. То есть все должно быть безупречно, вся история должна быть безупречна. Какие критерии? Ну, то же самое почти можно сказать, что оно происходит. Это из года в год. Из года в год, там, безупречная репутация, не только репутация родственников, близких родственников, там, члены семьи, если там судимые и тому подобное, таких людей пытаются не брать. Хотя бы. Так вот. Ну, потом этот отбор идет. Еще не только МВД этим занимается, еще надо пройти по линии службы государственной безопасности. Так что здесь сказать о том, что я могу сказать одно, что многие сотрудники, как сотрудники, деградируются не тогда, когда принимаются на работу, а по ходу своей работы, бесконтрольности, вседозволенности и тому подобное. Таких людей всегда избавлялись, и мы тоже очень жестко будем избавляться. Вы знаете, вот сейчас я впервые повесил в Фейсбуке давно. Для меня я уже в Фейсбуке времени нет, просто и сил не хватает. Честно говоря, это были, наверное, самые лучшие года, но Фейсбук тогда был интересен тем, что тогда не было никаких ников. Люди здесь там под никами, анонимов очень много, всяких гадостей пишут. Истерики было поменьше. Да, еще. Тогда люди открыто писали, говорили то, что им не нравится, что не нравится. Все знали, кто есть кто. А сейчас, каждый второй там анонимом бегает. Уже это Facebook испортили абхазский, он уже стал неинтересным. Он более истеричный там, и тому подобное. Раньше он был объективный, люди даже разных политических взглядов спорили, доказывали, но это знали, что это Валерий Кураско, это Аслан Кулах и все остальное. А сейчас там Иванов, Петров, Сидоров, условно говорю, и не знаешь, кто за этим Ивановым сидит. Там целые группы созданы для того, чтобы, если кому-то сегодня наша встреча, беседа не понравится, вот эта группа будет сидеть всю ночь грязью поливать. Ну, это разве уже интернет-сообщество? Уже людям это стало неинтересно. Многие просто ушли оттуда. Да. И к большому сожалению. Ну, все-таки группы остались, и вот наша программа тоже там имеет свою страничку. Мы попросили, чтобы нам написали вопросы. И вот Беслан Богателия прислал Беслан, вопросы. это наш Центробанк? Нет, Беслан Богателия. А, Богателия? Да, Богателия, он архитектор. Ага, да. Кстати говоря, вот канифа эмблема, это его произведение. Очень да. хорошо. Такой талантливый парень, я смотрел на его странице. Кстати, его архитектурные столько вот это красивого мероприятия. Почему вы не показываете вот эти наши... Почему не показываем? Не, вот канифа, наши футбольные матчи нашей сборной на этом канифа. В смысле повторить? Конечно, это же я бы с удовольствием еще раз, понимаешь, этот миг, эти вот... Почему? Действительно, хорошая идея. Хотя бы финальный матч. Не только финальный матч. Что сколько наших матчей провели там? 4 или 5, да? Ну, вообще это неужели эти 4-5 матчей повторить? У нас такое не культивировалось.
Хорошая идея, правда, не Что знаю, это? насколько это будет поддержано Фейсбуком. Я говорю, зачем Фейсбуком? Население с удовольствием посмотрит, как наши ребята славно играли. Вернемся к нашему Беслану Богателле. Вот он спрашивает, сможем ли мы, у него такой один вопрос на несколько частей разделен, сможем ли мы увидеть фирменный стиль в абхазской милиции? Наш фирменный стиль, да, можем, он не должен быть фирменный стиль, я с ним согласен. Фирменный стиль заключается в том, что мы абхазы. И некоторые, знаешь, вот думают, что если вот по-абхазски это начать нарушать закон. Нет, как раз таки, Апсуара никогда не подразумевает нарушение правил поведения. Вот. И Апсуара, вообще, Апсуара, когда было, не было права. Если вот посмотреть прекрасно, вот многие юристы говорят, Апсуара и право это синонимы. Так что а что такое Апсуара? Очень вежливым быть, воспитанным быть, знать старших, знать младших. И не каждый, опять-таки я возвращаюсь к тому, что не каждый, кто нарушает, он преступник. Нарушители бывают разными. И надо, понимаете, очень осторожно и вежливо относиться к нашему народу. Даже те, кто нарушает, вот я был в тюрьме, у нас, они все наши граждане. Это наши люди. Попав он в тюрьму, к нему должно отношение быть как к человеку, как к гражданину нашей страны. И мы их кормим, мы за ними следим. Там молодые люди, которые ошиблись, которые совершили тяжкие, а есть которые не тяжкие преступления, но у них у каждого свой срок есть. И у них их дома ждут. Они должны здоровыми вернуться к себе домой. Вот еще, отношение должно быть человеческое. Апсуара подразумевает быть человеком. Я вот находился среди ними, и многие там, к большому сожалению, есть там и наши боевые друзья, люди, которых я знаю, дети моих друзей сидят арестованные. Но они совершили преступление, они будут там сидеть. Но к ним должно быть отношение. У нас эта тюрьма, это тюрьма, но она роль колонии выполняет. У них в их комнатах должны быть элементарные условия. Элементарные условия. Должен быть стоять телевизор, холодильник. Почему они от этих благ должны быть? Они лишены 24, свободы. Они лишены свободы. Их лишение свободы. Везде, во всем цивилизованном мире, кто-то почему-то решил, что этого нельзя делать. Это надо, это необходимо делать. Им надо давать. И что вы будете делать в этом отношении? Мы это делаем, мы уже это делаем. Мы вместе с ними это делаем. Многие сами могут это приобрести. Но мы обязательно будем улучшать их условия. Там есть комнаты свидания, куда должны жены приезжать, дети приезжать. Мы должны элементарными, нормальными условиями эти комнаты создать, потому что арестован это наш товарищ, там, который сидит, он арестован. Но самое условие содержания в ближайшее время. Я закончу, я хочу не это сказать. А те, кто к нему приезжает, они свободные люди. Мы должны элементарные, нормальные условия создать для того, чтобы они повстречались со своим близким, понимаешь, и в нормальных человеческих условиях. И часто должны они к ним приезжать, потому что они понимали, что их там ждут. Их там не забыли, что, понимаешь, они нужны этим людям. Мы должны к этим людям относиться, какое бы они преступление ни совершили. Некоторые, нам надо кого-то расстрелять, кого-то убивать. Я, честно говоря, по своей натуре, в жизни многое повидал. Пусть никто, я это говорил, я сегодня хочу, пусть никто не отрекается. Каждый мужчина может попасть в любую ситуацию. Всякое может быть. Но, коль человек избрал такой путь, некоторые осознанно избирают, некоторые по беде попадают, всякое бывает. Но к ним должно отношение быть, как ко всем гражданам нашей страны. Это моя принципиальная позиция, так оно будет, так и должно быть, потому что законодательно это все разрешено. А давайте мы вместе с вами поедем и посмотрим на эти условия в реальности. Нет, еще я говорю, мы сейчас будем улучшать, еще поедем. Мы в любое время, да без меня вы можете поехать, пожалуйста, в любое время. Ходите сюда, ходите туда. Почему? У нас нету закрытых фирм. Пожалуйста, давайте смотреть. Но человек лишен свободы. Некоторые там говорят, там, что-то такое. Ребят, я там был час с лишним. Я был там час с лишним, хотя общался с людьми и тому подобное. Я когда вышел за стены, я только тогда задышал. Он говорит о том, что там чуть ли не такие условия. Да о чем вы говорите? Там нету такого, быть не может. Там действительно люди лишены свободы. И это самое главное. В решении
как говорится, суда четко выполняется в этом направлении. Но к этим людям надо относиться как к гражданам нашей страны. Мы обязаны, мы это делать будем. Мы это делаем и будем делать. И дальше улучшать условия наших заключенных, потому что у этих молодых людей завтра еще должны родиться дети. Знаете, граждане нашей страны. У нас каждый человек должен быть на счету. Вы знаете, вот само наше отношение к тем людям, которые находятся в тюрьме, оно каким-то образом настраивает все общество на то, что они уже пропащие для общества. Нет. А между тем, мы же знаем, что человек, который побывал в этом заведении, вполне вероятно, что он изменился и совершенно уже в ином, более порядочном качестве, добропорядочном качестве выходит на свободу. И потом, как вы правильно говорили, эти люди по-разному туда попадают. Некоторые из-за того, что произошла какая-то трагическая ситуация на дороге или какой-то случай трагический и так далее. Но с этим мы попозже, наверное, все-таки вот воочию как-то поедем, убедимся. Не, ну что потом... ехать, я с вами не поеду. Я вот можете в любое время, когда у вас такой активный журналист поедет, мы, пожалуйста, пусть зайдут, пусть смотрят, в каких условиях живут эти люди. Нету там, даже если ты там, если даже захочешь создать комфортные условия, там это здание не позволяет, там невозможно это все делать. Это тюрьма, ребята. Это тюрьма, по этому поводу, это тюрьма, я знаю, это тюрьма еще, которая при Сталине Берия в тюрьму была превращена. Так что это тюрьма, и там кроме тюрьмы ничего другого сделать невозможно. И пусть не рассказывают байки, что там, как говорится, великолепные условия, чуть ли не как в церкви они там живут. Они ничего подобного там нет. Не надо врать, надо просто, если кто-то это говорит, что там как все, я его с собой повезу. Пожалуйста, я готов поехать с тем, кто говорит, что там великолепные условия для заключенных созданы. Тот же Беслан Богателия. И люди мечтают туда попасть и тому подобное. Тот же Беслан Богателия спрашивает, сможем ли мы увидеть вежливых полицейских, которые будут представляться на абхазском языке и у которых будет своя абхазская форма. Ну, знаете как, вот абхазская форма, это как бы я не готов ответить, но... Не прототип российского. Что наши полицейские должны говорить на государственном языке, да, и общаться с населением на государственном языке. Это та необходимость, которую мы будем, как говорится, потихонечку воплощать в жизнь. Наше население должно говорить на государственном языке, в том числе и милиция. Это закон, это обязанность. Это, понимаете, это обязанность перед памятью ребят погибших. Мы создали независимое абхазское государство. И, соответственно, есть конституция в этом государстве, где государственным языком четко прописано абхазский язык. Знание государственного языка – долг каждого гражданина, в том числе и тебя. Да. Это касается. Я совершенно с этим согласен. Мой абхазский достаточный для того, чтобы вести передачи на русском языке. Ну, это понятно. Хорошо ушел от этого. Вы знаете, что одним из условий приема на работу в органы внутренних дел во многих государствах пунктом стоит знание своего государственного языка. Однозначно. Например, в Грузии знание грузинского языка, в Армении знание армянского языка, в России то же самое, но там, наверное, не прописано, я, правда, не знаю. Но вот в таких маленьких государствах, как наших, знаете, там прописано. Точно, четко, пунктом прописано. Я согласен. Мы потихонечку, языка. Знаете как, вот опять-таки, мы по этому пути пошли. Сегодня как говорится, исполнение закона о государственном языке потихонечку, тяжело, потихонечку она, как говорится, становится реальностью нашей. Потихонечку мы к этому тоже подойдем. Обязательно подойдем. Но мы слишком маленькая, слишком слабая еще. И, к большому сожалению, в финансовом, в экономическом плане. Вот. Резкие движения, они ни к чему. Надо спокойно, тихо к этому идти. И главное, чтобы видеть ориентиры и задачи правильно ставить перед собой. Вот. Я убежден, что это не много лет, не десяток лет надо. Если системно мы к этому будем подходить, через несколько лет это будет реальностью во всех структурах государственной власти. Аслан Алексеевич, вот еще один вопрос из интернета. Сможете ли вы смягчить милитаристский образ полицейского в абхазском обществе, сделать его более человечным? Ребята, мы опять-таки, мы об этом говорим,
Вот, ну, сказать о том, что милиция у нас такое милитаристское такое, знаешь, нельзя, но хамства там хватает, порой невоспитанности хватает, порой несдержанности хватает, много вопросов. Мы над этим будем очень жестко работать. Сейчас, как в конце, у меня есть план реализации, у нас есть 2 управления, вероятнее всего мы их будем объединять, это как управление по... Это им не говорил, сейчас скажу. Они еще не знают. Управление по работе с личным составом и управление собственной безопасности. Это как бы 2 управления, которые над этим работают. Как бы одни отслеживают, другие как бы воспитывают. Но их надо, вот эти разобщенные управления, понимаете, мы наплодили очень много всякого. Я считаю, что это должно быть одно серьезное, мощное управление, которое в этом направлении должно работать. Мы обязаны работать, потому что милиция абхазская – это абхазская милиция. И поведение должно быть строго в соответствии с нашим законодательством. И заканчивая нашу передачу, я присоединяюсь. Да, мы час, час, больше да? часа. Да? Как очень у нас с вами часто бывает, мы договариваемся на 35 минут. Это вы меня обманываете и все время потом ведете целый час. Я думаю, удастся вашему ведомству продемонстрировать высокий уровень профессионализма, в том числе культуры, взаимоуважения, вежливости на дорогах и вот там, где бывают нарушения правопорядка. Огромное вам спасибо. Я хочу напоследок сказать одну вещь. Вот я хочу из своей жизненной практики, вот говорили, у меня в жизни так было. Во время войны вместе с моим другом, ныне покойным, Заур Джотовичем Ардзом, мы создавали артиллерию с нуля. Мы его создали буквально в течение нескольких месяцев. Результаты работы этой артиллерии наши боевые знают, друзья знают в конце войны. Четко и жестко. После войны мне пришлось почти тоже с нуля создавать Государственный таможенный комитет. Я считаю, что мне удалось это тоже. Вот. Я никогда не иду на работу ради того, чтобы отметить. Поверьте мне, вот, реформирование, жесткое реформирование Министерства внутренних дел – это главная задача, которую передо мной поставило глава государства. Мы это обязательно сделаем, но мы это сделаем, постараемся сделать с наименьшими ошибками, и мы это должны сделать так, а и главным судьей наш будет не те, кто нас критикует, допустим, по определенным моментам, а наш народ. Наш народ, он мудрый, он увидит, если у нас не будет получаться, мы за кресло держаться нам не надо. Министерство внутренних дел, великий Владислав мне неоднократно предлагал возглавить это ведомство, но мне тогда удавалось уходить от него. Но так получилось, что от Рауля Хаджимова уйти не удалось. Сегодня я возглавляю это ведомство, и я ради того, чтобы, как говорится, пробыть какое-то время, туда не пришел. Цели и задачи ясны. Мы ежедневно над этим работаем. Мозги включены всех. Что мы собираемся делать в ближайшее время, мы и личному составу скажем, и нашему населению скажем. Но главное – это борьба с теми негативами, которые есть в нашей стране. И она велась, но мы в усиленном режиме это будем делать. Как у нас получится, опять-таки, я повторяюсь, оценку даст наш народ. Вы знаете, в обществе это не секрет, существует какое-то напряжение. Мы все надеемся на то, что ваше ведомство сделает многое для того, чтобы вот это напряжение в обществе снялось, и мы наконец-то почувствовали некоторую безопасность, необходимую нам у нас здесь внутри нашего. Валера, я это говорил, еще раз хочу сказать. Мы маленькая, слабая страна в экономическом и финансовом положении. Мы очень уязвимы. Но мы должны одно знать, что кроме нас в этой стране никто не наведет порядок. Если мы не наведем у себя в порядок в стране сами, то за нас наведут порядок, это аморфный никто не даст. Но это уже страна не будет называться Абхазией. Вот. Так что каждый, кто думает о том, что можно на плечи получить какие-то
выгоду из этого, он глубоко ошибается. От этого напряжения может лопнуть страна, от которого ничего не останется. Так что Министерство внутренних дел – это тот орган, я обещаю, я единственное, что напряжение мы никогда не допустим в плане того, что со своей стороны и будем максимально действовать в направлении, чтобы снять это напряжение, которое как бы пытаются в определенные круги это сделать. Я думаю, что нет вопросов, по которым нельзя по-человечески сесть и договориться. А если я убежден, что те, кто живут в нашей стране здесь, им не безразлична судьба нашей страны. Но есть люди, которые за пределами страны находятся, им абсолютно все равно, что здесь произойдет. Чем хуже, тем лучше это для них. К большому сожалению, это факт. И мы знаем, кто эти люди, чем они занимаются и что они делают. Но убежден, что у всех хватит разума, и Абхазия в дальнейшем будет развиваться в правовом поле, и нам удастся все эти острые моменты обойти, спокойно встретить и День Победы, и Новый год, и следующий год у нас особый год, в начале года год парламентских выборов. Это очень серьезное политическое мероприятие. Серьезные политические силы готовятся к этим мероприятиям. И Министерство внутренних дел делать все возможное, чтобы главное политическое мероприятие ближайшее, чтобы оно прошло достойно. МВД политикой не занимается. Аслан Кувахов ушел от политики. Сегодня ему поручено совершенно другое. Осознанно я сложил свои полномочия в партии. Сегодня я этим не занимаюсь. Если кто-то, к чьей бы он сторонник не был, будет в МВД заниматься политикой, мы пошлем его к политикам. Там делать ему нечего. В МВД надо заниматься совершенно другими делами. Надо заниматься правопорядком. Спасибо. Огромное спасибо вам. Нашим телезрителям напомню, что у нас сегодня в гостях был вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия Аслан Алексеевич Кубахиан. Спасибо вам за то, что вы пришли, несмотря на вашу занятость. Я даже знаю, что вам уже и сейчас несколько раз звонили на телефон, судя по всему, какие-то события происходят. Рабочий день ваш, я думаю, сегодня даже не закончится нашим интервью. Удачи вам в вашей работе. Всего доброго. Спасибо. И зрителям будьте здоровы. Спасибо. Увидимся в следующий четверг.